Июль 1709 года. В самом разгаре идет Северная война. И именно в июле случается важнейшее событие в истории России, а именно Полтавская битва, которая станет местом рождения Российской империи, которая будет существовать на столетия вперед. Именно в Полтавской битве Петру Первому удалось разгромить своего главного врага Карла XII. Карл XII уже успел разгромить польские силы и уже вел свое наступление в сторону России. Но Россия встретила его негостеприимно, тактикой выжженной земли. Силы Карла не получали фуража, то есть силы Карла должны были отправляться вперед и собирать еду, корм для лошадей у местных крестьян. Шведские солдаты и шведская конница страшно голодала. Из-за этого как раз-таки Карл XII решает повернуть в сторону Украины, где Степан Мазепа, который предал Петра I, обещал Карлу XII безопасное зимовье. Вообще Степан Мазепа очень давно состоял в тайной переписке с Карлом XII, и Мазепа пытался с помощью Карла XII добиться некой независимости и власти личной. А Карл XII, наоборот, видел в Украине вассальное Швеции государство, чтобы ослаблять как раз-таки растущее русское государство. Также можно рассказать про армию Карла XII. Почему вообще Швеция становится таким большим и таким агрессивным государством именно к началу XVIII века? Потому что Карл XII, взяв свою страну в очень бедном, очень плачевном состоянии, начинает ее очень сильно реформировать. И таким образом Карлу XII удается практически с нуля создать очень верную, очень лояльную ему армию, которая состояла из его самых элитных частей, которые называли себя каролинеры, то есть практически люди Карла. И как раз таки ударом этих элитных частей, этих самых каролинеров, вся битва и решалась. Каролинеры были очень мотивированными людьми, очень набожными, они слепо верили в своего короля, слепо верили в Бога, и таким образом они неслись в бой бесстрашно. И также их выделяла особая тактика ведения боя, которая выделяла их на фоне других европейских армий. То есть практически каролинеры стреляли дважды за все время боя. То есть в других европейских армиях встречалась такая тактика залпового ведения огня, то есть строи войск, они очень медленно сближались и вели залпы поочередно. А наоборот, каролинеры же делали всего лишь 2 залпа, то есть один выстрел на средней дистанции и уже последний, второй выстрел производился практически в упор. И таким образом это была довольно передовой для своего времени тактикой, которая работала только в случае с Швецией, потому что каролинеры были очень мотивированы, то есть они верили в своего короля и неслись в бой и не знали, что такое отступление. Тем временем Карл XII начинает осаду Полтавы, но Полтава держалась крепко. Практически, несмотря на небольшой гарнизон в 4000 человек, все горожане вышли им на помощь, и было организовано строительство укреплений, и Карл XII потратил очень много человек при попытках взять эту крепость. Но Полтава так и не сдалась, и Полтава так и не далась Карлу XII. И в этот момент, когда он осаждал эту крепость, на горизонте появляются войска Петра I. И Петр I, основываясь на опыте предыдущих боев со шведами, основательно готовится к предстоящей битве. Он готовит поле боя под себя, он строит редуты, он строит валы, чтобы ограничить поле действия шведских войск. И таким образом Петр I основательно готовится. В то же время шведы, они опять же придерживались своей старой тактики, они хотели одним резким движением, одним напором обратить войско Петра I в бегство, как они еще делали не раз с армиями многих европейских монархов того времени. И таким образом начинается Полтавская битва. Силы шведов продолжают штурмовать русские редуты, но терпят большие потери. В то же время, как силы Петра успевают собраться силами и выстроить против основных сил шведов свою главную армию. И таким образом начинается генеральное сражение. И в этом генеральном сражении, несмотря на мощный натиск элитных каролинеров, которые служили практически решающим фактором в любом сражении с участием Карла XII, то есть натиск каролинеров было сдержать очень трудно, но тем не менее войска Петра I держались. И тут сказался фактор преимущества у Петра I в артиллерии.
То есть войска Петра I выставляют на поле боя около 100 пушек, в то время как у шведов было всего лишь несколько десятков, и того даже меньше, потому что у них при осаде Полтавы начинал кончаться порох. И, в общем, эти самые 107 пушек, которые были у Петра I, начинали косить шведские силы. И, конечно же, шведская армия начинала терпеть большие потери. И вот по легендам, по ходу этой битвы в шляпу Петра I попадает шальная пуля. И практически такая же история случается и с Карлом XII. В паланкине, где он сидел, попадает пушечное ядро, которое разбивает паланкин, убивает его телохранителей, но Карл XII чудом остается цел. И таким образом, после как раз-таки этого случая, он начинает понимать, что эту битву ему уже не выиграть, и начинает готовить свои силы к отступлению. И Карл XII собирает свои оставшиеся силы в лице 16 тысяч солдат и начинает свое отступление в сторону Турции. И вот как раз-таки после его побега Петр I за ним посылает в погоню 3 кавалерийских корпуса, которые его ловят при переправе при Переволочны. И как раз-таки там его войска полностью сдаются этим самым кавалерийским корпусам. А сам Карл XII вместе со Степаном Мазепой бежит в Бендеры, которые находились в турецких владениях, и таким образом они спасаются от преследования Петра I. Степан Мазепа заканчивает свою жизнь в тех же самых Бендерах, а Карл XII, в то время, который пробудет еще в Турции очень долгое время, пытается оттуда управлять своей уже распадающейся империей. А тем временем Петр I празднует свою великую победу и вместе с шведскими генералами, которых он называет своими учителями. И таким образом Россия становится из отсталого государства ведущую европейскую силу. И на этом у меня все. До свидания.